Год педагога и наставника выдался богатым на события в великом деле воспитания и развития подрастающего поколения. Научно-исследовательская работа, развитие волонтерского движения, воплощение в жизнь творческих идей. В 2023-м реализация детско-подростковых инициатив вышла на качественно новый уровень. Молодежные объединения района присоединились к движению первых. Всероссийская организация была создана указом президента страны Владимиром Путиным в июле 2022 с целью воспитания, всестороннего развития и организации досуга детей и молодежи. Мы в движении. Всегда в движении. В школе 5. Пора сиять. Спасибо. В Алданском районе создание первичных ячеек движения первых началось в сентябре 2023-го. За 2 месяца проделано немало работы, и ребятам уже есть о чем рассказать. Первичное отделение у нас образовалось осенью, туда вступили наши дети. У нас объединение детское уже было, 10 человек. И теперь туда входит почти вся наша школа в это движение первых. Наши лидеры ведут за собой всех ребят остальных. Движение первых включает в себя 12 векторов деятельности. В числе основных направлений – научно-техническое, историческое, спортивное, военно-патриотическое и художественно-эстетическое. Присоединяясь к движению первых, дети и подростки раскрывают собственный потенциал в полной мере. Очень много у нас проектов, у нас много волонтеров, ребят, которые помогают. У нас есть творческая группа ребят, которые снимают свои видеоблоги. Есть ребята, которые сейчас помогают нашим участникам СВО, плетут маски, сети маскировочные точнее. Недавно в Алданском районе состоялся фестиваль первых, собравший представителей первичных организаций российского движения детей и молодежи. Активные, инициативные, видящие цели и идущие к ним старшеклассники и студенты ярко и задорно рассказали о себе, представили опыт работы и поделились планами со сверстниками. Мы открылись в конце сентября этого года и уже запустили порядка 14 первичных отделений у нас на Алданском районе. Набираем обороты, и вот сегодня у нас первый фестиваль движения первых. Это наше первое мероприятие в Алданском районе. Вот мы с этого начинаем нашу работу, в принципе, здесь уже очную. На фестивале первых присутствовали представители республиканского отделения движения первых. Молодежи и их наставникам гости дали некоторые рекомендации по организации работы ячеек. Движение первых сейчас начинает объединять всех учащихся нашей большой страны. И сегодня наша задача как педагогов – это достучаться до каждого сердца, направить их в нужное направление, чтобы они смогли, то есть дети смогли развиваться и получить это всестороннее развитие. И в первую очередь это задача каждого педагога – направить этих детей, найти этих детей и объединить их об одно большое движение. Присоединение к всероссийскому движению первых открывает ребятам возможности участия в конкурсах, олимпиадах и слетах различных уровней. Кроме того, молодежь сможет создавать собственные движения и клубы по интересам, а также представлять проекты на получение районных, региональных и федеральных грантов. В рамках пребывания в Алдане кураторы провели ряд встреч с сотрудниками администрации и сферы образования. Мы встретились с членами Координационного совета при главе Алданского района. И на данный момент я с уверенностью могу сказать, что администрация полностью поддерживает движение первых. И я надеюсь, что их поддержка поможет нашим специалистам продолжить развитие на уровне района. Особый акцент педагоги и наставники делают на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В преддверии Дня Героев Отечества в Алданском политехникуме была объявлена соответствующая декада. К ознаменовавшему открытие декады митингу присоединились сотрудники военкомата и участники спецоперации. Воздав дань почета и уважения тем, кто ценой собственной жизни отстаивал покой и благополучие сограждан, собравшиеся возложили цветы к мемориальным табличкам, установленным в память бывших студентов политехникума, которые погибли при выполнении боевых задач, защищая Родину. Мы должны отдать честь тем, кто, рискуя собой, проявил решимость и мужество в страшный час. Помните имена наших героев, гордитесь ими и пытайтесь хоть немного походить на них. Делайте добрые дела и будьте бескорыстны. Гордость берет за людей, которые за нас проливали эту кровь.
за всю память, которая вот сложилась. Я горд, что я родился в этой стране, то, что я учусь в этом техникуме, то, что я родился в этом городе. В рамках декады Героев Отечества в политехникуме прошла встреча с участниками специальной военной операции. О целях и задачах боевых действий, о дисциплине в части и о том, какие качества может проявить человек перед лицом опасности, со студентами беседовали Сергей Петрович Каргин и его сын Евгений. Подробный рассказ о жизненных реалиях за много тысяч километров от дома вызвал у ребят колоссальные эмоции. Это и благодарность защитникам, и стремление быть похожими на них, и гордость за свой народ. В заключение гости дали ребятам наставление учиться, защищать Родину. Однозначно, это как честь с молоду, так и служба к армии должно именно подготавливаться. Ну, скажем, не совсем уж пусть пеленок, а почему, с другой стороны, почему бы и нет? То есть надо с детства быть готовым для защиты рубежей нашей Родины. В работе с молодежью по-прежнему большое внимание уделяется профориентационной деятельности. Так алданские лицеисты познают премудрости профессии педагога. 10 класс лицея является педагогическим, и ребята проходят практику в детском саду «Крепыш», который стал районной экспериментальной площадкой. Первые навыки старшеклассникам помогают освоить как воспитатели, так и малыши. Ребятам очень нравится. Они спрашивают, когда, почему только через неделю ходим. С удовольствием. Да, я понимаю, что, может быть, не все станут воспитателями детского сада, но у нас есть девочка, желающая быть логопедом, кто там еще психологом. И, может быть, они выберут направление как раз вот детского сада. На одном из занятий дошколятам вместе со старшими товарищами предстояло изготовить открытки. Первым адресатом стал Дедушка Мороз. Поздравление он получил как раз ко дню своего рождения. А часть посланий была отправлена военнослужащим. Творческий процесс шел слаженно. Идей, креатива и фантазии у малышей и их юных наставников масса. Хотя юные педагоги, конечно, волновались. Все очень хорошо, дети все очень радостные, счастливые, что мы пришли, что у нас вот проходит сейчас творческая, так скажем, мастерская. Мы готовим подарки, открытки Деду Морозу. И, конечно, переживания внутри есть, какие-то эмоции тоже, очень неловко, очень где-то страшно тоже. В завершении встречи лицеистам были вручены удостоверения. Официальные документы свидетельствуют о том, что к азам профессии педагога школьники приобщаются серьезно. А вообще для жизни, вот мы уже сами разобрались с ребятами, что это им для жизни. Все равно будущие мамы, будущие папы. Поэтому навык вот такой работы с детьми, может быть, какие-то навыки получат. Ну, по крайней мере, я очень рада, что у меня дети вот занимаются таким делом. Реализация профориентационного проекта включает 3 направления. Практикующие педагоги поделятся со старшеклассниками знаниями, навыками и опытом. В свою очередь, в работе с детьми школьники активно используют информационные технологии. И такого рода умения у молодежи могут подчеркнуть воспитатели. Еще одно направление предусматривает тесное взаимодействие дошколят и подростков. Наши дети будут в лицей ходить на экскурсии, значит, будут присутствовать даже на каком-то уроке, что, я думаю, будет большим плюсом социализации и адаптации наших детей при поступлении к школе. В марте мы планируем сделать даже день самоуправления, то есть наши наставляемые будут на какое-то время работать именно воспитателями детского сада. Профориентационный проект рассчитан на 2 года, и школьникам вместе с младшими товарищами предстоит реализовать множество планов и задач. Занятия, по мнению и юных воспитателей, и дошколят, проходят очень интересно и продуктивно. В прошлый раз были в психологической комнате, занимались тренингами. Все это делается с удовольствием, не из-под палки. Вот я смею заверить, что действительно они ходят сюда с удовольствием. Инновационные технологии активно внедряются в практику алданскими педагогами дошкольного образования. В детском саду «Василек» любимым занятием детворы теперь является клубный час или час веселья. Эта методика была разработана Институтом социологии Российской академии наук в целях реализации федеральной образовательной программы.
Согласно методике, в группах и кабинетах детского сада располагаются творческие и игровые пункты, и ребята сами выбирают забаву по душе. Одним из важных моментов является общение дошколят разного возраста. Технология очень простая и интересная. Заключается в свободном перемещении детей всех возрастных групп по всем помещениям детского сада. Она направлена на решение одной из важнейших задач федеральной образовательной программы – это развитие у детей дошкольного возраста инициативности, самостоятельности и ответственности. На одном из клубных часов мальчишкам и девчонкам предстояло приготовить подарки ко дню рождения Деда Мороза. В садике образовалась большая мастерская. Ребятишки с энтузиазмом приступили к работе. Пока художники и мастера работали над затейливыми открытками и очаровательными сувенирами, инженеры возвели роскошный замок. В одной из групп была оборудована кухня. Угощения в день рождения должны быть обязательно, и юные поварята испекли для именинника самые вкусные пряники, украсив их причудливыми узорами. Воспитанникам предоставляется возможность самим выбирать, где, с кем и чем заниматься в течение этого часа. Мы ее для детей назвали «Веселый час». Педагоги наблюдают за детьми в течение этого часа, не вмешиваясь в процесс, и отмечают для себя их предпочтения, интересы, какие-то индивидуальные особенности детей, и делают на этом основе выводы, как дальше работать с детьми на основе этой вот деятельности. Удивили Деда Мороза не только пряники, но и испеченные в микроволновке рисунки. Выполненные специальными красками картины под действием волн стали объемными. Конечно же, помимо сюрпризов, ребята приготовили веселые игры и стихотворения, которые добрый волшебник очень любит. Пусть день чудесный, этот снежный, запомнится как самый нежный, как самый радостный и милый, веселый, добрый и красивый. Занятия по технологии «Клубный час» в Васильке проводятся регулярно. Методика направлена на формирование самостоятельности и активного познавательного интереса. А детвора такие занятия очень любит. Мне нравится веселый час, потому что можно ходить по разным кабинетам, играть, и очень весело. Поздравительные хлопоты детворе в радость. Посылки Дед Мороз получил как раз ко дню своего рождения. Поблагодарив дошколят в видеопослании, дедушка пообещал, что обязательно придет в садик на новогодний утренник и всем принесет подарки. 2023 стал годом больших свершений и масштабных начинаний, и активная работа по всем направлениям продолжится.